Посленовогодний синдром или как правильно войти в рабочий режим. После каникул, когда организм привык к беззаботному ритму, возвращение к трудовым будням может ощущаться как резкий подъем в гору. Чтобы сделать переход мягче, начните с малого. В первый рабочий день избегайте сложных задач. Пусть возвращение в рабочий поток будет подобно неспешному течению реки. 7 простых, но действенных советов, которые помогут снова влиться в рабочую рутину. Пожалуй, самое простое, но при этом очень важное действие, с которого стоит начать. Убрать лишнее, разложить вещи по своим местам и протереть пыль на столе. Составьте себе расписание на ближайшие дни. В первую рабочую неделю после праздников сложно понять, за что хвататься, а подробный список дел поможет вам быть собранным на работе. Не ждите от себя головокружительных результатов и большой продуктивности в первые дни после каникул. Лениться после 12-дневного перерыва – это нормально. Начните с небольших рабочих задач и постепенно наращивайте темп, не пытаясь сразу справиться со всем. Практикуйте технику помодоро – 25 минут работы плюс 5 минут перерыва и уделяйте 10 минут в день для медитации. Это улучшит концентрацию. Настройтесь на положительный результат. Постарайтесь сместить внимание с минусов первой рабочей недели на плюсы. Пообщайтесь с коллегами, обсудите праздники и подарки. Побалуйте себя новым ежедневником или настольным календарем. Установите вдохновляющую заставку на рабочий стол компьютера. Запланируйте на конец недели что-то приятное. Билеты в кино, встречу с друзьями или просто тихий вечер для себя, который будет вести вас сквозь рабочие будни. Помните, организму нужно 5-7 дней для адаптации. Главное – постепенность. Шаг за шагом вы обретете прежний рабочий ритм без лишнего стресса.